төртінші класста орысшаны күшті сөйлеген. О төртінші, бесінші неге дейсіз? Себебі подъездегі балалардың бәрі орыстар болатын, орысша сөйлейтін. Сен күн сайын орысша сөйлей берсең, сен неғып кетесің. Кейіннен уже мектеп оқығаннан кейін уже орысшамыз буксовать етіп қалды ғой. Сол бәрімізде сондай болды. Даже қалада тұрсақ та біз, мысалы мен Алматыда оқып өстім ғой. Одан кейін мен де айттым ғой, алдында пост жаздық қой. Қатты комплекс болатын ғой. Чтение деген сабақтан ондай бірдеңе тот собрался на чердак, бірдеңе деп басаны. Дальше Тоқтамысова деп қалса жүрегім тарс ете қалатын. Мына аузымнан шыққанда жазып, еще ударениені дұрыс қоймасаң, қасымдағы балалардың тілі күшті бәрі деп күретін. Мен комплекс болып кететін маған. Сол, төртінші класста помню, глаголға сөз құрастырды, сонда я читала книга деген ғой, соған қарқ болып күлген ғой бүкіл класс. Оказывается, я читала книгу екен ғой, книга деп тұрған ғой. Әлі есімде қалады сол момент. Скрипка деп мен баяғыда. Жоқ шын ондай нәрселер көп болды. спичка деп айтқаны, содан бәрі күлген. Бәрі күлген кезде комплекс көп бола береді адамда. Сен жасық болып қала бересің де. Шемішке сататын қыз деп мазақтайды мен класста да. Көреді ғой өткен кезде. Ең жақын болды да мектепке. Сіз шемішке аттыңыз ба? Ойбай, біз Сарахан екеуміз ұқсайды екен. Ассалаумағалейкум, құрметтілерім, қалайсыздар? Қалай жағдайларыңыз? Жандарым менің. Ақылды сапқалас ба, ақылға жаз деш. Каспи деп мен өрімдеріне жазсын. Құрметтілерім, күн сайын бір эфир жасап жүрміз. Сарахан мен әлі тіркей алмай жатырмын дейді. Неге тіркей алмайсыз? Уже бітті ғой да, сабаққа потокқа біткен шығар уж. Бірінші поток бітті. Мына сабақты көре алмағандар точно бар ғой. Үлкен қазынадан 10 миллиондық сабақтан құр қалдым деп ойлай беріңіздер болды. Басқа мен сіздерге ештеңе айтпай. Мен ешкімге жалынбаймын да. Мен даже Гүлназ жаным менің, подружкам отыр менің Оралдан. Машалла. Күшті әйел. Қазы үйрек. Айымға барған ба? Қазы үйрек өсіреді. Сол жақтан қаз үйрек өсіріп, өзі өсіріп, қазы бен үйректі бағу деген это знаете? Олар ұстап отыр деген қиын. Сол қатысып жатыр. Құрметтілерім, мен ешкімге жалынбаймын да. Мен командаға, мен сіздерге тағы айтамын. Менің командама, мен вообще отыр ғой қыздар. Бір чатқа командамның біреуіне мен сабағыма қатысыңдаршы деп айтып көрген адам емес. Немесе подружкаларыма, отыр ғой мына жерде подругаларым. Біреуіне қатысыңдар, қайткенде қатыс, ойбай деп айтпаймын. Потому что білім кімге керек, сол қатысады. Мен қазір жалынсам, олар менің көңіліме қарайды. Одан кейін жаңағы қош жай, ят қой бір айтып тұрған кезде деп қарайды. Маған ондай керек емес. Маған таза білім, ілімнің егелері керек болды. Басқа ештеңе емес. Бүгінгі шығатын адамым, құрметтілерім, тыңдап алыңыздар. Бүгін эфир орысша болады. Әрине қасында переводчигім отыр. Кімдердің есімі? Шырын бері жақында отыр. Шырын менің командамда переводчик қылып мінекей келіп жатыр. Бұл жерде менің қыздарым отыр. Ақыл көрініп тұр, Ақыл Мұрат қызы. Номер бүйтіп қана қойды, памақайт деп. Гүлбике деген менің наставницам. Гүлбике ханымды терең тыңдасаңыздар бар ғой. Енді қалай айтсам екен сіздерге, жүрегі тап-таза керемет адам. Өзінің басында болған қаншама оқиғаны ол кісі сабақтастырып тұрып айтады. Маған айтады, бізге айтты да. Бала көтере алмай қиналыпты бұл кісі. Бала көтергеннен кейін 3-4 түсік болған ба бірдеңесі болыпты. Потому что я не принимала әкемнің екінші әйелін дейді. Бәрін. Вот сондай қазір керемет адаммен прямой эфир жасаймыз. Алла разы болсын. Ол кісінің бір сабағының өзі. Мен бір модулін сертификат алғаныма $1000 ма? Өтірік айтам, бір күн $600 ма солай төледім. Потому что ол знание керек болды маған. Бірақ соның знаниясын мен қазір көп пайдаланам. Көп жүргенде уже сабырым тереңдей бастады. Сондай бір керемет. Гүлбике ханым отыр, қазір қосылады. Сабырым тереңдеді, сондай бір керемет жайттар орын алады. Вообще қазіргі жүрген Нұргүл Даубаева, Айнұр ханым болсын, Тұрсынбаева, бәрі осы Гүлбике ханым сабағын алған. Бәрі алған. Сол кісімен мінекей бүгін қараңыздар, сіздер үшін мен попросить етіп команда тегін эфир жасағалы жатырмыз. Тегін эфир қараңыздар. Еще переводчикті алдап қойдым. Яғни менің сұрақтарымды қазір қойып отырады, ол кісі қазір көресіздер. Ақыл жазды ма, ұстадыңыз ба? Ақылдың міне жазғанын вообще көрмей, өзің сенбесең қара қасыма келді. Жазды ма, жаздым дейді ма? Дима, ассаляму алейкум, золотая Сара. Гүлбике ханым, здравствуйте.
Здравствуйте. Приветствую. Здравствуйте, ассаляму алейкум. Приветствуем, красотки, машаллах. Сар, я прям обрадовалась, благодарю. Для меня это честь с тобой, с моей звездой провести эфир. Благодарю, бесценно. Вы нашли время на эфир, знаете, я очень рада, очень рада. Это мой вот вторая страничка, Сарканай, Ага, блин, это знание, блин, на казахском да, языке, блин. Мы вот начинаем курс, большой курс скоро у нас будет, как бы. И, ага. эфир, конечно, на английский, вот, ну вы же знаете, с моим русским немножко буксую, конечно, поэтому я переводится, Без проблем. Как комфортно, конечно, Сарочка. Может быть, мне лучше надо было на казахском взять переводчик в казашку? Ай, Субханаллах. Вы 10 января в Нур-Султане будете, да? Или... Да, прилетаю. 10 у меня 11-12 мои старый поток учениц, да, 11-12, 13 у меня VIP-тренинг на тему многоженства и сексуальности, такой истинный, природный, честный. Мои девочки собираются уже. Я уже рекламу делаю. Благодарю, Сарочка, благодарю, да. Потом новый поток учениц, если Аллах даст. И семинар будет, да. Угу. Да. Иншаллах. Мгм. Сейчас я попробую включить, девчонки, где здесь включается этот, как называется, фильтр лар? Где эти фильтр лар? У меня нету фильтра, короче. Когда я у тебя, значит, когда я как гость, я, значит, без фильтра, прикинь. Гениально вообще. Можно с фильтрами. У вас iPhone 12, да? Ой, нет, девчонки, я же не очень... iPhone, ладно, я вот это не понимаю. У меня Samsung шикарный с пером, я там книжку свою пишу, да. А если бы у меня был iPhone, я бы смогла, да? Нет, Мгм. ты без фильтра красивая, Гульбике Ханым, Да, серьезно. ну ладно. Да, спасибо. Ну, слушай, придется быть скромной. Я когда без фильтра, я скромна. С фильтрами я немножко не скромна. Я думаю, что я красивая, я говорю, что хочу. Да, Прикол. представляю, скучаю, скучаю. Ладно. Взаимно. Сарочка, спасибо. Благодарю тебя. Я так поняла, это твой новый канал, где ты продвигаешь свои проекты, именно интеллектуальные, образовательные, да? Мгм, мгм. Это мой... Сарочка, узнаешь, да, свой камзол? Да, узнаю, вам классно идет. Вообще, да. Вы Все, как королева. я люблю. Погоны. Что подарю? Что подарю? Мне одно удовольствие дарить вам Ты сейчас, моя. да, своим, Благодарю. да? И Благодарю. хорошо. Да. Спасибо, Сара. Я вижу твои выступления, вижу твои, вот как ты ходишь и поешь, и всегда ты тоже приходишь с подарком на любое. Сама тебя приглашают на мероприятие, и ты сама приходишь с подарком. Ну, как всегда, Инда, вы, казашки, умеете быть щедрыми, чему я учусь, и что-то пока не так и не могу научиться. Спасибо большое, спасибо. Так, Спасибо. у нас теперь тут вопрос, Ханым. Ага. Как мы будем вести переговоры с тобой? Мы будем сейчас, ты будешь мне задать вопрос или я буду? Как будем? Я буду Как задавать. хочешь. Мы хотим, знаете, моя аудитория уже знает, Спасибо. вы моя наставница. Я всегда и всем говорю, вот моя наставница. Благодарю, Да? Сарочка. Вот, давай, первый вопросик у нас. Еще раз здравствуйте. Мгм. Гульбике расскажите, пожалуйста, историю создания вашего журнала Айша. Откуда пришла идея создания журнала? Почему ваш девиз звучит именно так? Счастье в руках. Да, благодарю. Это было уже давно, девчонки. Сначала я организовала брачное агентство. И знаете, у меня прям как-то по милости Всевышнего вот Аллах внушал, кого с кем поженить. И прям потоком пошло, прям вот свадьбы, вот никяхи. Вот. А до брачного агентства я работала в журнале «Красота и здоровье». Вот. И так мечтала, чтобы у нас был свой мусульманский журнал. Да, и когда я была менеджером по рекламе, ходила, собирала рекламу, и, как всегда, я затягивала, кого я могла, мусульман. И у нас там были такие жуткие немножко недоразумения, там реклама, например, нижнего белья, и тут на следующей страничке имам рекламировал мусульманский банк. Это было, конечно, очень... Это я сейчас понимаю, как так вот произошло, но вот так произошло. И я организовала потом уже журнал с подругой. Да, мы были соучредителем, она, то есть как партнеры. А потом она уже ушла,
Она родила 2 детей подряд, так получилось. И вот все, что, когда ко мне приходили в брачное агентство женщины, которые уже там 2 раза были разведены, 3 раза были разведены, но они так мечтали о женском счастье, о семейном счастье, вот, и они приходили, наверное, вот скорее вот не как к свахе, а как к психологу. И я вот проводила консультации, да, и все равно же много уж не поболтаешь ведь. И очень много что оставалось недосказанного, невысказанного. И вот так это легло в написание статей. И эти статьи пришли вот в мой журнал «Аиша. Счастье в руках», да, потому что счастье в руках у каждой женщины. Только женщина может вдохновить мужа на тунеядство или на быть огромным, с огромным мощным потенциалом мужчин. Мгм. Классно. На здорово. Спасибо. Спасибо. Главные ценности в семье мусульманскими корнями. Чуть-чуть какие ценности? Какие ценности должны быть в семье с мусульманскими? Мгм. Мгм. Да. С мусульманскими корнями, да. Мгм. Такой интересный вопрос, Маш. Понимаешь, есть мусульманскими корнями, ценности в семье с мусульманскими корнями. Здесь вопрос так, как должно быть в мусульманской семье и как должно быть в мусульманской семье, где корни были очень мощные, да, мусульмане в исламе, которые бабушки, дедушки. Шикарный вопрос. Слушай, сейчас можно я подумаю, сейчас скажу, какие ценности в семье должны быть, да? Вот как вот вы считаете, то есть вопрос, как должно быть или как вот у меня, а? Это разные вещи, мне кажется. Можно варьировать так, допустим, первое, это, которые семьи идут изначально, то есть традиции мусульманские сохранены, а второй вариант, это когда вот только влились в мусульманство, да, я правильно говорю? Только влились в мусульманство, и какие они приобретают ценности при этом? Можно на Мгм. вопрос Да, ответить? поняла. Ты знаешь, очень важно, вот сейчас очень, ну, как бы сейчас очень, альхамдулилля, очень много же мусульманок, многие идут в ислам исцеляться на самом деле, исцеляться, обновляться, освежаться, защищаться. Вот это вот все дает наша религия. Вот. Но замужество — это такая тема, это самая лучшая тема в мире. Этому нужно учиться вообще, оказывается, знаете, с утробы, вот внутриутробно. Мама уже должна уже чувствовать, если как, ну, как бы вот внедрять какие, ну, скажу уж слово, внедрять, вот это такое, может, грубое слово, какую матрицу она создает. И девочка, которая выходит замуж, она обязательно должна не нуждаться в муже и вообще в замужестве. Это настолько должно быть естественно. Настолько должно быть это вот, ну вот, мы же не говорим, а как вы дышите? Потому что это Мгм. настолько естественно. И Мгм. поэтому замужество это настолько естественно, важно, нужно, потому что только в замужестве женщина познает себя вообще. Ислам это прекрасно, но женщина, которая в исламе и без мужа, и которая в исламе и с мужем, девчонки, в исламе и с мужем это высший пилотаж, потому что ты должна быть вроде как и кроткой, и Мгм. вроде как послушной, и вроде как уметь оставаться реализованной, достаточной, понимаешь, образованной, интеллектуальной. Это кайф вообще. Мгм. И поэтому я считаю, что обязательно мы должны наших девчонок учить выдавать замуж. Вот. А исламские ценности в семье — это когда оба смотрят все-таки не на друг друга, а на Бога. Да. Вот, молятся вместе, вот доверяют Богу бесконечно. М. И настолько доверяют, ты знаешь, я же очень хочу забеременеть, если Аллах даст, да, все еще хочу. Вот. И вот думаю, аминь, спасибо. И вот, например, думаю, на всякий случай, вот предполагаю, да, вот, допустим, я забеременела, да, а мужик умер у меня. Очень мало ведь женщин, кто оставит ребенка, кто сохранит. Они же будут думать, ну о чем?
Мужик-то помер, что, в общем-то, ребенка-то сохранить. А вот это вот и есть, куда ты смотришь. Если ты на мужа смотришь, и если ты в муже нуждаешься, то тогда ты, ты удалишь этого ребенка, потому что ты будешь, ну, ты зацеплена за Дунью априори. А если ты молишься Богу и уважаешь мужа ради Бога, да, и служишь ему не ради мужа, а ради Бога, и тогда вообще классно все будет. То Классно. есть, получается, семью и любовь, все должно проходить через Бога. Правильно понимаю, да? Конечно, девчонки, потому что у нас жизни бы не было без Бога, поэтому очень важно. Yeah. Так. Мгм. Ну, а жизнь сейчас в социальном мире. Какие есть пути решения этих проблем? Очень извиняюсь, здесь иногда звук у меня перебивает. Какие проблемы в социальном мире? Да, какие социальные проблемы в мире и есть какие есть пути решения этих проблем? Мгм. Девчонки, вообще. Слушай, ты же мне отправила вопрос. Ну, что ж я их не просмотрела-то? Эх, я прям так немножко прямо... Что-то я не подготовилась, сорян. Ну ладно. Импровизация. Это мой конек прям. Ага. Я считаю, что проблема социального мира в социальном мире только одна. Мы забыли, для чего мы созданы. Мы забыли, в чем наша власть, в чем наша сила, в чем наша слабость. Да. Все зависит от этого. Если мы это понимаем, то все будет классно. Итак, что понимаем? В чем сила женщины? В чем ее власть? В чем ее могущество? Только в любви. Только в любви. С любовью принимать все, что происходит, все, что ты не понимаешь. Не психовать, не нервничать, а любить. А сила мужчины, его успех, его величие – это в свободе. И, безусловно, в свободе над страстями. Мужчина, который победил страсти, это самый великий мужчина. А женщина, которая победила вместо ненависти только любить, а не ненавидеть, это тоже великая женщина. А сейчас же у нас немножко наоборот. У нас же сейчас мужчины любят, а женщины стремятся к свободе. Да. Вот. Поэтому мужчины в юбках, а что, куда деваться, раз мужики любят. Они уже как девочки, конечно, бебейки, мемейки. А женщины с остальными, значит, руками такие, заводы строят, бизнес-вумен, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Это классно, но нужно быть реализованной, это шикарно, но только основа должна быть только любовь, а в мужчине только свобода. И поэтому женщины, все началось, знаешь, мне кажется, девчонки, мне кажется, началось все, когда вот наши мамы, наверное, не отпускали наших бать куда-то там, не доверяли, свободу не давали, и они как бы, не стали сопротивляться, да, и вот как бы сдались, и матери подумали, что они получили власть над мужчинами, вот, а они просто не стали с нами конфликтовать. И мы это перепутали, мы подумали, что это наша власть управлять, быть свободной, а мужчины подумали, что, ну ладно, раз жена не умеет любить, я буду любить. Да, вот такие. Я считаю, что это глобальная проблема, когда мы не знаем, для чего мы созданы. Ой, четкий ответ. Вот моя подруга пишет, Гульбике ханым с Уральска. Да. Гульназ, хочу участвовать в семинаре, говорит, ваш семинар. Вот, Гульназ, давай приезжай 10 января. Благодарю. 10-11 у меня будут ученицы, 12, по-моему, 13 получается будет семинар. Вот забыла, какого числа семинар. Благодарю, Сарочка. Роскошь. Спасибо. Любимая. Так, следующий вопрос у нас, Гульбике ханым. Почему сейчас многие женщины попадают в депрессию? Как можно выйти и избавиться от нее? Да. Да. Многие приходят к вам, это я, многие, со своей проблемой. Да. Ну, депрессия – это в первую очередь про ложь. Когда женщина во лжи,
она непременно впадает в депрессию, она теряется, она не знает, опять не видит свой путь. Она начинает, сначала она защищается своим нападением, своей агрессией, установкой границ, да. Потом халляра бт, то есть полностью силы теряются, и потом она начинает манипулировать, потому что у нее нет жизни, то есть у нее нет энергии для жизни. Она начинает манипулировать там что-то, как-то. И вот время сгущается, и она как в тумане, и, конечно, начинается депрессия. Депрессия как спасение, на самом деле. То есть, если у женщины депрессии, самое время остановиться. Остановиться и внутрь себя развернуться. И вот и понять, спросить себя, кто я, что я, для чего меня создал Аллах, где, в чем заключается воля Аллаха, почему у меня именно такая судьба, почему все именно так. Вот это кайф вообще, это кайф, уметь останавливаться. А мы же боимся останавливаться, мы же думаем, что нас сейчас все перегонят, обгонят, Да. что мы останемся без денег. Девчонки, если вы думаете, что вы останетесь без денег, и у вас страх денег, все, вас пугает Иблис, агузубилля, это факт вообще. Потому что доверяющая Богу женщина, она вообще не парится за деньги, она в потоке, она в любви, ее несет. Все деньги к ней идут. Вот честное слово, девчонки, это мне казашка научила, кстати. У меня первая консультация, ну не первая, там одна из первых консультаций, она ко мне пришла, она говорит: здравствуйте, Гульбека Ханым, у меня вот проблема. Я говорю: какая? Она говорит: вы знаете, ко мне деньги даже через форточку летят. Я уже устала, прикинь. Оказывается, это так легко. Оказывается, нереально. Они через форточку и через подпол, бисмилля. Ты только будь той, кем ты задумана Богом. Если ты женщина, то будь женщиной. Да, вот, например, я сильная женщина, я эмоциональная, я очень энергичная, хвала Аллаху. Но я же женщина. То есть в сложных моментах я сажусь, и плачу. Понимаешь, я плачу, я показываю мужу, что я плачу. И вот это моя победа, когда мне недавно муж говорит: Гульбека, ну нельзя быть такой беспомощной. Прикинь, это крутяк. Это победа. Знаете, слушает вас. Гульбике Ханым, спасибо. Знаете, Гульбике Ханым, тут Шахзада Шугельбаева, она как бы моя сестренка, она вот тут пишет: Сарапай, Гульбике Ханым мне очень напоминает мою маму. Говорит: вы не находите? Шахзада дочь Аманжулага. Аманжулага, он тоже знаменитость с Казахстана. Машаллах. Он тоже, как бы сказать, импровизация. Я же вам сказала про наше искусство. То, что мы сидим на сцене и это сочиняем сходу. Импровизация называется. И вот Аманжулаг — это самый сильнейший, как бы, акын наш. И вот дочка постоянно, вот, получается, слушает Шахзада. И она говорит, да, напоминает мою маму, говорит: прекрасная была женщина. Конечно, уже, кажется, 14 лет она в аварию попала, да. Шахзада Джаным, рахмет. Пусть Аллах дарует ей самые красивые сады рая. Амин, амин. Самую высшую степень рая. Амин. Ага. Так, Гульбике Ханым, следующий вопрос можно буду задавать, да? Так, Гульбике Ханым, уже давно не секрет, что многие женщины успешно строят бизнес, да? Работают и принимают участие в общественных и политических вопросах. Как вы думаете, насколько правильно со стороны ислама? Можно ли параллельно вести бизнес и семью? Ислам — это самая лайтовая религия. Это то, что защищает нас бесконечно, женщин. Это вообще кайф. И поэтому, когда женщина находит какие-то то, что якобы нас ислам, наоборот, ограничивает, я говорю: где вы это нашли вообще? Наоборот, все для нас. Смотрите, я убеждена, что женщина должна быть реализованной, она обязательно должна быть достаточной, она обязательно должна быть образованной. Но все это делается только на свободной энергии. Свободная энергия — это когда тебя достаточно на любые форс-мажоры. Бизнес — это в первую очередь форс-мажор. И если тебе недостаточно любви,
ты не пройдешь ни один форс-мажор. Наоборот, ту энергию, которую ты сначала должна вложить в семью, ты ее будешь оттуда забирать в бизнес. То есть семья будет страдать. И начинается отсутствие баланса, отсутствие порядка. И кто потом этот порядок будет восстанавливать? Дети, к сожалению. Да. Если, пожалуйста, делай бизнес, это круто, это вообще классно. Мы обязаны быть богатыми, достаточными, шикарными, роскошными, но это должно быть на свободной энергии. На свободной, когда у тебя остается энергия после семьи, после прочтения детям книг, когда ты с ними выучишь суры, пожалуйста, рахатляна, приди, делай, что хочешь. Или организуй таким образом свой график дня, чтобы вот, ну, никто не страдал. Самое главное, чтобы муж и дети. Я считаю, что это отвратительно, когда женщина так востребована в обществе, так учит многому, а вот, ну, а муж недоволен. Да. А дети нуждаются в ее внимании, в ее заботе. Это я Мгм. про маленьких. Когда уже взрослые, это, конечно, понятно, классно. Поэтому вот у меня, например, дочке 3,5, будет скоро 4, да? Мгм. Очень много строю планов, якобы вот эту книжку прочитаю, вот это, сегодня встану, сделаю то, это. А она от меня не отходит, понимаешь? Она прям чувствует, что, книжки захотела почитать, не получится. И вот уметь перестраивать планы, уметь выдерживать крах планов, это тоже дает свободную энергию. Вообще, вот сейчас женщины же, мы же так с вами любим планировать, да? Я вообще это слово даже боюсь, потому что я в свое время тоже планировала, чуть не сдохла, число. Прям мне чуть не окочурилась от того, что когда планы не сбываются, я нервничаю, я прям умирала практически. Поэтому я всего лишь предполагаю, а Аллах уже как даст. Мгм. Да. Так, у нас следующий вопросик. Как можно сохранить любовь между мужем и женой? М, а, Помнить, для чего предназначен мужчина? Он предназначен для свободы. Мужчина, когда он свободен, во-первых, он свободен вернуться обратно. Во-вторых, он свободен в своем мощнейшем потенциале. Он реализует себя сполна. Он обязательно принесет к твоим ногам весь мир. А, Поэтому вот увеличивать надо средний возраст мужчины. То есть, когда у мужчины, например, возьмем среднестатистического, например, 45 лет мужчине, да, и у Мгм. него нет маленьких детей, тогда все, он новые земли не будет завоевывать, он не будет захватывать, потому что он будет фиксировать, а, ограждать уже то, что есть. Но Мгм. когда ты рожаешь, вот уже в этом возрасте 45, 47, 50 рожают, ну, у мужчин маленькие дети рождаются, у него появляется сила идти дальше, покорять земли дальше, но для этого ему нужна свобода. Мы, женщины, мы хотим, чтобы и муж был реализован, и богат, и успешен, и при этом, чтобы 24/7 сидел возле моей юбки. Вот так не пойдет. Надо определиться, что же мы хотим. Да. А женщина — это только любовь. Она должна быть настолько соткана из любви, чтобы вот прям вот, понимаешь, вот как вот, ну вот как дождь, вот капать любовью, прям вот лить любовь. Это бесконечная работа над собой, над своим навсом, над своим эго. Мгм. Мгм. А вот тут вот интересный вопросик такой. А как обрести свободную энергию? Да. Вот я вот такая, я сказать-то скажу, а как это сделать, да непонятно. Смотрите, Мгм. свободная энергия — это когда, например, у тебя сегодня утром ты проснулась, и ты чувствуешь, что у тебя нет настроения. Встала, испоганила настроение ребенку, на маму накричала, по телефону кто-то позвонил, туда накричала. Все, ты слила свой негатив. В течение дня вот этой вот уже свободной энергии не будет. Потому что свободная энергия, она выделяется, когда мы негатив переводим в позитив, когда нам хочется на всех наорать, но мы говорим: дорогие люди, здравствуйте, я вас люблю, понимаешь, через силу, но дорогие люди, да, еле-еле, но говоришь. При этом выделяется огромное количество энергии, на самом деле. Вынуждать не надо, да? Вынуждать, Да, да.
Ты знаешь, Сара, я считаю, что вот любить себя вынуждать нужно, а иначе никак. Мгм. Вот как раз-таки не вынуждать себя лгать, вот это Мгм. да, это нельзя. Можно сказать, вы знаете, у меня сегодня нет настроения, если честно, но я не хочу на вас кричать. Мне очень нужна сегодня свободная энергия. Мне вот Гульбика Ладан сказал, что мне нужна свободная энергия в течение дня, выделяющаяся. Поэтому позвольте мне на вас не накричать. Ну, знаете, что сегодня я в негативе. Допустим. Да, то Күшті. есть объяснить, людям объяснить нужно, это прикольно. Вот. И свободная энергия, любимая, это, безусловно, пятикратные намазы. При каждом намазе искреннем, когда вы с намерением входите, с намерением, Мгм. ну, вы, наверное, чувствуете, вот те, которые только-только начали читать намаз, когда они искренне читают, они не торопятся. Они с таким кайфом, с чувством, с толком, с расстановкой так долго, и потом еще сидят после намаза в дуа, в молитвах, искренне, со слезами. А потом мы начинаем опять загоняться по дунье. У нас уже намазы, как как стихотворение «В лесу родилась елочка», астафирулла, уже быстренько отчитались и пошли. Это не есть приход энергии. Это не есть. Поэтому намазы нужно беречь намерение перед намазом. Нельзя читать быстро «Тахарат взяла» и побежала на коврик. Если ты опаздываешь, то понимаю. А если ты не опаздываешь и время есть, то тогда вот, о Аллах, я ради тебя сейчас буду читать этот намаз. Да. Аллах, убереги меня от всего дурного, сделай меня внимательной в поклонении к тебе. Вот прям просить надо долго, и потом рахатляна придешь на намаз. Мне М. кажется, вот. И еще свободная энергия, любимая, Мгм. это обязательно это обязательно отслеживать мысли в течение дня. Чем ты наполнена? Вот, чем ты наполнена в течение дня? Страхами, придут деньги, не придут деньги, страхом обманут, не обманут, страхом муж с любовницей или не с любовницей, муж вернется или не вернется, там, или какие страхи еще бывают, например, там, получится, не получится этот бизнес-проект, ля-ля-ля. Вот если мы вибрируем страхами, то мы будем сотканы из страха, конечно же. Мгм. А я предлагаю вам вибрировать, вот прям вот проговаривайте, вот поэтому же вот зикры. Ля иляха илляллах, субханаллах, альхамдулиллях. Либо вот так, либо все-таки вот еще добавлять: о Аллах, хвала тебе за мою красивую судьбу. Я довольна своей судьбой. О Аллах, ты создал меня юной, свежей, молодой, восхитительно прекрасной. Это я так говорю каждый раз, когда просыпаюсь, когда я уже... Это работает, понимаете? Это реально работает. Да. Мгм. Вот, Чем, вот да? да, будь соткана из красивых слов. Блин, как я вас обожаю, да. Вы правильно говорите. Спасибо. Благодарю, любимый. На следующий вопрос. Мгм. Говорят, что счастье и покой в семье зависит от жены. Насколько это правильно? Что надо делать женщине, чтобы ее семья была счастлива? Мгм. Ну, любимый, насколько это правильно, вы просто, ну, как бы, посмотрите на женщину, которая не в настроении, как попадает ее вся семья, и как кайфует ее семья, когда она в настроении. Вот, если честно, это тоже нечестно, когда твоя семья зависит от твоего настроения. А, Как раз-таки настроение — это когда ты в настройках, это когда ты настроенная. Когда ты расстроенная, когда ты вылетела с настроек божественных, то, конечно, плохо будет всем, любимый. Вот поэтому не надо зависать на дунье, на людях. Не Вере. надо зависать на муже, на детях, да. Вот, если бы мы так думали о Боге, столько, Мгм. сколько мы думаем о муже, о детях, нам бы цены не было. Да, да. Мы переживаем, вот любит ли нас муж, и совершенно не задумываемся, а как вот достаточно ли мы красиво относимся к Богу, например. Ну, как бы, правильно ли мы все, то есть благодарны ли мы ему. За Мгм. мужа вообще, вот вообще, девчонки. Или мне потому что уже, да, или я потому что уже, может быть, долго замужем, не знаю, может быть, поэтому. Ну, в общем, короче, забыл, в чем был вопрос-то, какой был вопрос, девчонки? И у меня бывает, уносит, и уносит меня.
Говорят, что счастье и покой в семье зависит от жены. Это вы всегда говорите. Насколько да. это правильно? Ну, это правильно. Да. Ну, просто... Что надо делать Да. женщине, чтобы ее семья была счастлива? Да, да, да. Любимый, что надо делать женщине, чтобы ее семья была счастлива? Любимый, пожалуйста, самое главное, вкладывайте в себя. Обязательно гуляйте. Если вы не гуляете, если вы не синхронны с ритмами природы, то, конечно, вас дома будет штырить и колбасить. Это, конечно же. Классно. Да, природа, прогулки. Обязательно все, что вас наполняет. Лично вот меня, вот поэтому я своим ученицам прошу, напишите 100 пунктов, что делает вас ресурсной и что делает вас антиресурсной. Да. Да, и вот вы должны прям отслеживать, что делает вот из этих 100 пунктов. Есть такой один пункт, который даст вам ресурс, как 100 пунктов. Для меня, например, это чтение книг, сон красивый, благостный, да, там, в тахарате я ухожу ко сну, отхожу ко сну, там тоже очень важно этикет сна соблюдать. Красиво отзываться о людях, не сплетничать, не гундеть, уметь отвечать людям, вот действительно, знаете, вот западные фильмы, да, вот в западных фильмах, даже в западных вот мультиках, да, там не прощаются вредные люди. То есть, ну, если человек злой, то его уничтожают сразу, ему не дают шанса. Мгм. Это же дьяволизм. Аллах каждому дает шанс. Пока он живой, у всех есть шанс, кроме Иблиса, агузубиля. Вот у него шанса нет никогда и не будет. Поэтому он ненавидит Адама, алейхиссалям. Его изгнали из рая навсегда. Шансов ноль. Но у любого самого грешного человека может быть шанс на рай. И поэтому сидеть, сплетничать, гундеть, считать, что да проклянет Аллах этого человека, агузубиля. Но это я не знаю, каким надо быть внутренне нецелостным, чтобы вот такие вещи обсуждать. Я, хвала Аллаху, я поэтому, знаете, все, что я обсуждала, сплетничала, я все получила сама. Поэтому я очень тихонечко и трепсижу, и наше вам почтение. Мгм. Спасибо за Ага. шикарный ответ. Еще следующий вопрос. Вы автор многих семинаров, вебинаров и тренингов. И один из них называется «Как стать благодарным источником, а не разбитым кувшином». Можете поделиться главной ключевой мыслью этого вебинара с моими подписчиками, точнее, подписчиками Сары Ханум? Да, сладусики мои. Слушай, действительно, у меня есть такой вебинар. Я ему записывала, по-моему, в 2018 году. Я вот, представляете, я не помню, что там было вообще. Ну, конечно, название, девчонки, придумывать я умею. Это у меня есть такая фишка. Я еще в журнале, когда работала, я же была и главным редактором, и издателем, и учредителем. И я еще такие заголовки придумала. Это я умею, конечно. Ага. Да. Так вот, чтобы быть благодарным источником, любимые, это все-таки вот у Марзии, моей любимой Марзии, есть очень красивая тема, как быть вертикальной. Ага. На самом деле вертикальна та женщина, которая соединена с источником, Мгм. которая в течение дня с утра пораньше благодарит Бога, что она проснулась, что она есть, что у нее есть дети, что у нее есть там муж, все, что у нее есть, альхамдулилля. Вот благодарная женщина, она априори полна, она полноводна, как широкая река. Но если ты не благодарна, это очень важный момент. Если вы меня поймете, это будет очень здорово. Если женщина не благодарна, то она не полноводна. Представьте, вот река не полноводная. Она меняет свое направление. Это река. А женщина, если не благодарна, ее меняет мужчина. Изменяет. мінекей күйеуім неге көзіме шөп салады дейтін ханымдар тыңдаңыздар. Я на казахском говорю. Да, спасибо. Поэтому изменяют той, которой нужно измениться. Меняют ее, изменяют. Не ей изменяют. Понимаете, это как ты отреагируешь. Можно сказать, мне изменяют
или меня изменяют. Да, Совершенно разные вещи. И поэтому, если так не любите измены, но меняйтесь сами. Меняйтесь, будьте полноводными, будьте широкими, будьте раздольными, будьте великими, щедрыми. Вот чему я учусь в Казахстане. Казашки думают, что это они у меня учатся, это я у вас учусь. Я не да. знаю, когда я научусь быть такой щедрой, я не знаю. Всегда Но я твердят. очень стараюсь. Мы вас любим очень. Много чему надо. Спасибо. Серьезно, я вас слушаю, сразу я такая спокойная становлюсь. Нет, я сама считаю себя спокойной. И у меня, знаете, я вот помню, я вот сейчас как головой, да. Я, кажется, не нужна. Я немножко буксую, она говорит, я, кажется, не нужна. Говорит, Вот. да. Я вот помню, как мы первый раз с вами встретились, познакомились, вы мне сказали: Сара, ты где берешь такие ресурсы? Ага. Знаете, я потом подумала, неужели я такая ресурс? Да, ты ресурсная, ты И вот, корневая. мгм. И каждая женщина должна знать, да, свои ресурсы. М, Хорошо это. Да, Это да. Ресурсы это да. Есть, вот, девчонки, представляете, вот, ну, есть люди, которым немножко, ну, один, два, три раза можно посплетничать, бисмилля. А есть женщина, которая, она подумала, что ей можно посплетничать, ей уже кирдык. Честное слово, есть такие. Вот даже близко подходить к этому нельзя вообще. Вот. И, конечно, очень нужно уметь одевать себя в мужа, в мужа. У меня сейчас в последнее время что-то, видимо, планетарное, что ли, что-то такое. Сейчас очень много девочек пишет с претензиями к мужу. Вот он у меня такой секой, вот он у меня такой секой, вы знаете, какой он у меня, вот вы пишете посты, любите мужа, да как я могу любить, и так далее, так далее. Я говорю, слушайте, вот вы, говорю, с таким негативом относитесь к мужу, но так хотите, чтобы он у вас стал хорошим. да. Вот как, когда ты так его ненавидишь, как ты его изменишь? Да никак. Все, никак. Вообще мужчину, понимаете, мужчину, мы не меняем других людей, мы меняем себя. Правильно. Да, мужчины, они такие, вот они такие шикарные, они так уникально устроены. Они, на самом деле, к сожалению, сейчас мужчины гибче, чем женщины. Очень сейчас развивается вот эта вот остеопатия, вот это вот направление в медицине. Мне так интересно. Раньше у нас была такая рубрика в журнале. Мы брали светских женщин и одевали их в платки. Представляете? Депутатку возьмем, шикарный бизнес-вумен возьмем. И делали им такой апгрейд на мусульманском стайле, так сказать. Да? Я им завязывала платки. И я так помню, вот у мощных женщин, которые незамужние, или у которых очень сложно все в замужестве, девчонки, у них череп как железо. Надо ж. Абсолютно не гибкость уже здесь, вообще, уже на уровне внешнего состояния. Я уж там внутри вообще не говорю. Она реально не может быть пластичной. Сила женщины в ее... Мы же из ребра, мы же не из голеностопного сустава, мы же не из коленного сустава созданы. Мы созданы из ребра. Для того, чтобы нам всегда быть гибкими, пластичными, мягкими. Вот посмотрите, вот у меня раньше тоже был очень жесткий череп, потому что я раньше была реально непримирима вообще. А сейчас, альхамдулилля, прям такой мягенький, такой хорошенький. Да, ну. Мгм. Блин, классно. Вот такое наблюдение мое. Вы знаете, да, у нас уже как бы и время заканчивается, как бы мы Да. сейчас. Ага. И вот не вопрос, а пожелание, да? Да, Вот и сейчас. в завершение эфира, отвечая на вопрос «Секрет семейного счастья», могли бы вы дать советы и пожелания подписчикам, как практикующий психолог? Мгм. Любимые, научитесь молчать, когда нечего говорить. Да. И нам цены не будет. Особенно, когда муж говорит,
И если тебе нечего сказать, уж я тебя умоляю, рахатляна, помолчи. Он тебя отблагодарит. Это тоже гибкость, это тоже про пластичность. Будьте гибкими, не будьте жесткими, жестокими. Всегда, особенно если ваш муж провинился, ошибся, обязательно любите его еще больше. Мгм. Потому что мужчина, который ошибется, и если мы уважим его ошибку, он больше так никогда не ошибется. Никогда. Потому что мужики учатся только на своих ошибках. И мужчины, они же великие, зачем ему тупо ходить по одному и тому же сценарию? Но они ходят, потому что мы не уважаем их ошибки, мы не принимаем их ошибки, мы не даем им ценности. И поэтому они ходят по кругу, как реально, как будто нездоровые люди. Но если ты примешь, уважишь, дашь ценность, скажешь, любимый, ну ничего страшного, давай помолимся, чтобы было у нас с тобой все хорошо. Даже вот это вот сказать, представляешь, горделивая женщина, она же умрет, но не скажет. Да. Мгм. Вот, поэтому будьте нежными, берегите свои семьи, любимые, берегите. Если вы хотите влиять на мужа, говорите о нем самое лучшее. Все будет классно. Жизнь так коротка, так прекрасна, Сарусик. Девчонки, вот мы... Как вас зовут, красавица? Шырын ее зовут. Очень приятно. Бисмилля, шикарный. Вот, девчонки, жизнь, знаете, как вообще? Вот, Они прям здесь сидят. Они обязательно придут на тренинги, это я уже уверена. благодарю, Сарочка. Поэтому цените, цените. Оказывается, время так быстро летит. Мне уже вот 40, представляете? Ну куда время летит? Как будто Ширин, я вчера как вы была. Нежная красотка, понимаете? Как Сарочка нежная. Ты же юная, Сар. Ты мудро выглядишь, но ты же юная. Ты же молодая. Спасибо. Да. Я вас благодарю. Спасибо за эфир. Пусть будет во благо, на радость всем, кто его посмотрит. Иншалла, встретимся, Гульбике ханом. Обязательно. Ты нас люблю, спасибо. Спасибо. Ой, благодарю, бесценно вообще, Сар. Я тебе желаю самых огромных успехов. Будь всегда в ресурсе, будь всегда честной, будь всегда будь, чтобы Аллах тебя всегда защищал от всего дурного, от всего плохого, от всех сглазов, и чтобы муж тебя ценил, и чтобы дети у тебя были праведными, красивыми, душой и телом, с долгой счастливой судьбой. Аминь. Спасибо. Спасибо. Ассаляму алейкум. Чмоки. Пока. Қандай күшті кісі. Қаласының кетеміз. Хабар жібердіңдер ма? Бала Иә. Ал құрметтілерім. Сарусик деген күтіп жатыр, ол кісі мен Сарусик деп айтады. Мен неше түрлі атым бар ғой қазір. Құрметтілерім, Гүлбике ханым бар ғой. Қатты ұнайтын осы ғой маған ше. Вообще мен өзім ана кісіге қарап отырасың да, біз енді пенде болғаннан кейін кейде ғайбат деп айтпай ақ қояйын, қазір мен ондай бір сыртынан адамның сыртынан жамандаймын деп айта алмаймын, бірақ отырып бірдеңені айтқан кезде иә деп қосылып кетесің ғой. Бұл кісіні қарап отырасың да сен, мен неге мынаны айттым, сен айдаладағы өзіңді ренжіткен адамды жақсы көріп кетесің ғой. Сен өзің емес, өзіңді біреу ренжітсе соны жақсы көріп кетесің да. Мінекей қараңыздаршы, тегін дүние, тегін эфирді 1 сағатқа сіздер үшін командамызбен Гүлбике ханымның бір кішкентай да болса энергетикасын алса екен, осы жерде қыздар көрсе екен деген, иә, бір ниетпен қостық. Сарусике кім жетеді дейді, жаным. Жетеді, сондай бір мақсатпен қойдық. Можно на русском дейді, жаным, ой, енді қазақша бола берсін, иә, мына жерде қазақша айтып жатырмын. Сондықтан құрметтілерім, көріп отырыңыздар эфирді, күн сайын көріп отырыңыздар. Бізде ең бастысы бұндай дүниелердің барлығын мен әдейі осы Сарканай онлайн білімге күшті салып жатырмыз. Себебі бізде мини-курс басталды, білесіздер, иә? Мини-курсқа қатысып жатқан адамдар бар ма араларыңызда? Алла жаса, әлі үлкен эфир деп ғой, үлкен курс болғалы жатыр. Бізде екінші поток ашыла ма, қыздар? Белгісіз. Біз өткенде айттық сіздерге. Бізге ең бастысы адамның санынан сапасы дедік. Біреулер күлгенде біреулер болған шығар, ой, не ол онлайн сабаққа деген орын шектеулі мінекей. Біздің команда өте мықты командамен жұмыс жасап жатырмыз қазір. Бұл кісілер
кәдімгідей уақытында айтты ма айтты. 2900 теңгеге тіркелмегендердің жалынғанын көрсеңіздер сіздер, 5900 теңгеге өскен кезде 2900 бен қосшы деп жазғандар, енді қыздар мен сіздерге көрсетпей қойған хаттарын. Сондықтан әр нәрсені осыған үйреніп алайық. Өйткені сіздер көп дүние үйретемін әлі иншалла сіздерге. Көп білім. Сіздер қазір аңсап жүрген елдердің 10 миллион қалып жүрген ілімін сіздер осы жерде аз ғана сумаға алып, қаншама өздеріңіздің қырларыңызды ашасыздар. Мен действительно осындаймын ба дейді мүмкіндікке жетесіздер иншалла. Тек өздеріңізге сеніңіздер. Осындай кісілердің энергетикасымен алсыншы, бөлсінші, көрсінші деген ниетмен де. Енді Каспий Эльмираны жазып қойдық. Тіркелу болып жатыр ма бізде? Негізінде жабық, бірақ сенің телефоныңды тұр ғой мына жерде. Тұра берсін ба? Тұра берсін. 8702-485-7788 жазып алыңыз. Қосқа қойды деп жатыр ғой, қайтадан жазсыншы дирекке. Дирекке жазсын дейді. Жука деген қыз. Жука деген қыз жазсын дейді. Жука, мінекей менің командам отыр мына жерде, бәріңіздің әңгімеңізді тыңдап отыр. Сондықтан осы номерді жазып алыңыздар. Сабаққа Эльмира бәлкім қосарсың. Өйткені маған Дайырка бүгінде көп жазды адамдар, қоса салыңызшы деп. Иә? Осы Эльмираға төлеп чекті Эльмираға жіберіңіздер, ары қарай Эльмира өзі шешеді, барлығын осы шешеді. 5900 теңге да бағасы. 5900 теңгенің ішінде сіздер үлкен модульдер аласыздар. Ол мүмкіндік, оны скоро жауып тастайды. Болды, вообще қатыса алмайсыздар. Біз уже келесі үлкен курсқа дайындаламыз. Үлкен курсқа қатысу үшін кіші курстан үйреніп алыңыздар. Үлкен курсқа 5900-ге жазыласыз. Ол бірінші класстың әңгімесі ғой. Сіз өзіңізден өзіңіз 11-ші классқа өте шықпайсыз ғой. Вот мынаны оқымасаңыз 5900, ертең үлкен курстың әңгімелері сізге вообще қызықты болады. 24 сағатқа шектеп. Аштыңдар ма? 24 сағатқа ашты. Сүйінші қыздар. 24 сағатқа ашты. 702-485-77-88. Таныстарыңызға, жақындарыңызға үйретіңіздер, айтыңыздар. Осындай курс болады, ертең сауап болады. Ол сол адам, шақырған адамыңыз ертең үлкен дүниені үйреніп келсе, сіз үшін сауап болады. Дайрекқа жазыңыздар. Сіздерді Эльмира күтеді. 702-485-77-88. Сумка Арай Астана. Именно осындай парақшылар көп қатысып жатыр. Потому что именно кәсібі бар, кәсіпті енді бастағысы келетін, инстаграммен жақсылап жұмыс жасауды үйренгісі келетін, ертең өзіне орта қалыптастырғысы келетін жандар көп тіркеліп жатыр. Именно сол адамдарға керек. 5900 деген былайын жеткен кезде түсіп те кететін, ұшып та кететін ақша ғой. Оның қасында сіз қанша ақпарат аласыз. 9 модульдік сабақ аласыз. Гүлбике ханым және қанша дүниені қазақша айтып отыр, орысша айтып отыр, ол жерде қанша ақпарат қазақша беріледі сіздерге. Тек қана қазақша. Инстаграмды дамыту, инфобизнестен 0 болып отырғандар проф деңгейге дейін өтеді, иншалла. Вебинар сайт, жаңағы марафонның структурасын жасау керек. Таплинг, осыны бәрін үйренесіздер. Сторис жүргізуді үйренесіздер. Прямой эфир жүргізуді үйренесіздер. Сондықтан 1 сағатқа әлі ашық. 24 сағатқа. Маған 1 стақан су болса, ашып. Альбина 1 стақан су дей салыңдаршы. Бәріміз аузымыз күйіп тұрыз. Ішейік онда бір жүріндер кәш ішеміз онда. Эфир бітсін, кішкене эфирді отырайын. Менде мұн жақта жұмысымда қызып жатыр. Айдың соңы ғой қыздар, айдың соңында бәрі қандай күшті әңгімелер. Ұқтыңыздар ғой да қазақша менің? Қазақтар, ертеңгі эфирді айтайын. Қыздар, жігіттер, ертеңгі эфир вообще от болады. Ертең айтайын ба, кім шығады? Жіберіп алмаңыздар десеңізші. Жіберіп алмаңыздар. Оны өзімнің парақшамда да айтайыншы қазір. Ертең кім шығатынын айтайын ба? Ертең Берді деген Мәскеудің алғашқы 3 мықты стилисінің қатарына қосылған мықты жігіт шығады. СНГ бойынша. СНГ бойынша ма? СНГ бойынша 3-ші орында тұрған, с нуля көтерілген, 0 нищий жана, кедей деңгейден бай деңгейге көтеріліп кеткен жігітпен шығайын деп отырмын ертең эфирге. Ол кісі бет алды эфирлерге келісе бермейді. Білмеймін, менің парақшамды көріп шыққан, может, вроде мен таныстырған шығар біреу қасында. Ол менің ақын екенімді білмейді, ол айтыс көрмейді, ол то, что Қазақстанға да келіп көрмеген. Сол жігіт мен ешкімге келіспеген, бірақ сізге келісем деп, менің командамен ертең сағат кешкі 9-да 1 миллион подписчигі бар. Сол кісімен бізде эфир. Ол деген 0-ден көтерілген, үстіне киетін киім таппай жүрген жігіт қой. Киім таппай жүрген жігіт қазір стилист, өзінің жеке бренді бар. Жеке бренд қалыптастыру деген дүние не? Ондай адамдардың эфирін көрген бірдеңе жұғысты болсын дейді ғой. Иә, қазақта дұрыс па? Сол сөз Эльмира негізінде сен қарап отырып неғыласың ғой, мысалы үшін, мына жігітті қарашы деген сияқты. Әсіресе ер жігіттер көрсе екен деймін, күйеулеріңіз көрсін. Жеке бренд қалыптастыру енді сол жігіттің қолынан келген.
былайынша айтқан кезде ертең кешкі сағат 9-да тегін эфир ол да. Бисмилля. Орысша вот тоже переводчикпен боламын, иә, жаным шырын? Онда басқа переводчик бола ма? Сондықтан қарап отырыңыздар, жақсы ма? Сабаққа тіркеліп алыңыздар. Ертең мен бұның бәрін не істеп жатырмын, қыздар? Мен сіздерге сюрприз ертең үлкен курста, кеше Марзия бар, бүгінгі Гүлбике ханым бар. Каждыйның сабағын сатып, мен бір курсты сатып алып, өзім бір курстың ішіне үлкен бір жоба жасап жатырмын. Ертең оның да уақыты келгенде айтамын. Бірақ бірінші мини курсқа қатысып алу керек. Мини курс 5900 теңге. Ля деп отыратын жаңағы бір ойбай сен мынандай екенсің дейтіндей бос әңгіме жоқ оның ішінде. Нақты ақпарат. Ішесің ба, Эльмира? Мен ішкен. Да, мен ішкен кружкадан іш. Так, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Жаңадан көп оқырмандар қосылып атқан сияқты, иә, Гүлбике ханымның да парақшасынан қосылып атқан сияқты, Аллаға шүкір. Оралға келіп семинар өткізші Саркана дейді. Үй жаным Гүлназ, барам міндетті түрде. Құдай қаласа, барамыз, Алла жазса. Оның да реті келер, иә, Эльмира? Оффлайндардың да реті келер. Иншалла. Жақсы, онда құрметтілерім. Біраздан кейін өзімнің эфирімнен де кірермін, Эльмира, иә? Осымен мынаны сақтап қойын. Уақыт бітті уже.